Сбавить проценты и впустить свет в салон автомобиля призывают сотрудники ГИБДД. Тонировка со слишком сильным затемнением приравнена к неисправности автомобиля. За такое нарушение полагается штраф. О статистике ДТП и их жертвах репортаж Заремы Евлоевой. Казалось бы, такая маленькая деталь, как пленка на стеклах автомобиля, однако она может стать причиной ДТП. Если обратиться к статистике, то только за 3 месяца текущего года зафиксировано 5 аварий, где погибло 2 человека, еще 11 получили ранения. И во всех случаях так называемым сопутствующим нарушением было нарушение светопропускаемости стекол. Чем дальше человек видит, и чем лучше он видит, тем быстрее он реагирует на изменения обстановки. Что мы получаем в тонированном транспорте? Пленка ухудшает видимость с места водителя, плюс реакция на раздражающие факторы, соответственно, тоже снижается. Ну, коротко и просто, если вы увидите ночью человека в темных очках, нормально его вряд ли кто-нибудь назовет. Но почему-то водители считают, что с тонировкой можно передвигаться в ночное время суток. Тем более, когда туман, дождь, практически пешехода можно увидеть за 50, а то и за 35 метров, не дальше. В ГИБДД рассказали, что в регионе в 2023 году наблюдается негативная тенденция. Рост по всем 3 показателям. Это количество ДТП, смертность на дорогах и количество пострадавших. В населенных пунктах постоянно проводятся рейдовые мероприятия, где и выявляются нарушители. Административным кодексом за нанесение пленки на боковые ветровое стекло транспортного средства предусмотрено штраф 500 рублей. К сожалению, небольшой штраф, что, видимо, и провоцирует участников дорожного движения к этому нарушению. Но вместе с тем, если пленочное покрытие не устранено на месте, сотрудники госавтоинспекции выписывают требования. И если это требование не выполнено, то есть водитель опять попадает в поле зрения на тонированной автомашине, то тогда он уже подлежит ответственности по части 1 статьи 19.3. Это судебная статья. И судья уже принимает по данному гражданину решение. С начала года 11 человек было привлечено по части 1 19.3, переданы в суды материалы. В отношении 4 граждан выбрано лишение, административный арест сроком на 4 и более суток. Согласно закону, передние и боковые стекла автомобиля разрешено тонировать 30% пленкой, а лобовое 25%. То есть видимость должна быть не менее 70%. Но для многих ингушских автолюбителей, особенно молодежи, тонирование машины при покупке максимально темной пленкой – это уже какой-то особый ритуал, ради которого они готовы рисковать и платить штрафы. Специалисты предупреждают, что в темном авто у водителя повышается вялость и сонливость, так как в темноте организм человека начинает вырабатывать мелатонин – гормон сна, что делает поездку за рулем крайне опасной. Ответственные автолюбители призывают всех участников дорожного движения бережнее относиться к вопросам безопасности. Тонировка, по сути, машина ценил сага, особенно в солнечную погоду, махбол штинах ездишь. Тогда лат юзешь хол, темал хакал, лат шхалчу машина шва халмади. Но хотя с полной тонировкой мейтегар, аз сейчарги тегати нахаг еадат. С полной тонировкой халчу, что доку небезопасно дакс. Что движет теми, кто, отдавая дань моде или каким-то иным своим прихотям, готов рисковать жизнями людей? Любое ДТП – это всегда нарушение правил дорожного движения, соблюдение которых ведет к минимуму неприятных ситуаций на дорогах. Зарема Евлоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.